Бабушка рассказывала, в блокаду принесли ей, ну, как раз это уже было лето, весна, вернее, 42-го года, давали участки, под огороды, прямо в городе. Сажать-то нечего было, все же было съедено, но бабушке кто-то принес, из то ли родственников, то ли знакомых, принесли немного семян капусты и принесли немного картофеля в подсумке из противогаза. Вот, ну, картошку они съели, но они срезали глазки, вот эти глазки посадили, и посадили эту капусту. И бабушка говорила, что я никогда в жизни такого урожая не видела. То есть капуста была вот такая, гигантская, и с каждого этого глазка сняли по ведру картошки. То есть Господь вот явно помогал. Вот, так что, конечно, вот Бог хранил, конечно, ничего не могу сказать. То есть независимо от там, веры и религии, Бог хранил семью и помогал, как бы выжили люди в тяжелейших условиях, конечно, и страшный голод. Вот. Ну, а я уже потом... Меня, в принципе, учили, как бы, и молитвам учили как-то, но я не понимала языка, потому что молитва на арабском, я не понимала, о чем они, и я не могу так, то есть мне нужно было понимать, для чего это, зачем, то есть, ну, как-то вот мне нужно было, основа какая-то нужна была. Основы это не было, как-то никто объяснить толком ничего не мог. Вот, книг тогда особо тоже этих не было. Я потом прочитала Коран уже после школы, когда школу закончила, я стала интересоваться, то есть какой-то искать духовный путь. Сначала я читала философов, да, Маркса с Энгельсом. Ну, потому что у меня мама парторгом была, естественно, начала, да, с того, что ближе. Ну, да, ну, нас учили еще. Да, ну, так как бы так они меня, не могу сказать, что они меня впечатлили. Потом вот я стала... Потом я прочитала Коран, ну, в переводе, конечно, в посрочный перевод. Крачковского. Да. Вот кое-какие книги тогда уже все-таки стали какие-то появляться, какие-то книги, и я кое-что почитала. Но ислам меня не привлек. Коран... Мне было в нем душно, потому что там как бы не было вот выхода вот куда-то в небо, то есть не было ощущения бесконечности, то есть там все было очень конечно, все было очень конкретно и очень конечно, а я искала чего-то другого, того, что над человеком, того, что глубже человека, то есть чего-то другого я искала. Я не очень понимала, не очень могла сформулировать, но в общем я чего-то другого искала. Вот. Потом был период там, увлечения буддизмом, какими-то такими эзотерическими практиками. Но тогда это у многих было вот, в конце 80-х. Вот, да, это там... Перед перестроечной, после перестроечной времени, да, там... как-то волна. Да. Снялся занавес вообще со всего духовного. Да. Ну и, соответственно, люди вот все стали есть все подряд, все, что им давали. Я пыталась читать Блаватскую. Блаватская засыпала на второй странице, это было читать невозможно. Поэтому я оставила это. Да, даже не смогла я ее читать. Да. Пыталась читать Рерихов, это было очень как-то примитивно, и как-то мне тоже не заинтересовало. Но это в одном ключе. Ну да, они немножко другие. Но в принципе, да, это все близко. Потом я стала читать какие-то научные статьи о буддизме, поняла, что, в общем-то, все-таки мне это не надо. Ну, к слову сказать, там «Наука и религия» журнал очень, ну, как бы, он очень интересный был. То есть наряду с эзотерикой он давал достаточно доброкачественные тексты и о христианстве. Ну, тогда появилось много статей, книжки какие-то стали выходить. То есть я вот что-то такое прочитала, научное такое. Я сейчас уже не помню, конечно, автора, но он довольно интересно это все описывал. Он долгое время там жил. И, в общем, как бы с каким-то опытом и с каким-то своим отношением все это рассказывал. А потом мне попалась в руки книга «Искусство монгольское», вот именно такое буддийское монгольское искусство. Я поняла, что это совсем не мое, потому что те монстрики, которые там в храмах присутствуют, как-то они меня отпугнули. Уже от буддизма навсегда как бы отпугнули. Я поняла, что нет, это с этими ребятами мне не по пути. Вот. А потом уже мне попалось в руки вот Евангелие, мне кто-то, ну тогда вот раздавали эти бесплатные вот эти книжки, и кто-то мне принес. И вот когда я прочитала Евангелие, я поняла, что вот это именно то, что я искала, потому что там был космос, там была бесконечность, там было куда, это был колодец, откуда можно черпать постоянно. То есть это был источник вот той самой воды живой, и это была истина. Вот это то, что я искала. Хотя, казалось бы, там, все коротко, все просто, но вот это там было вот это вот пространство, вот это бесконечное.
того, чего не было в других местах, где я пыталась искать. Но это, конечно, так все это было не быстро, это все такой в период, несколько лет там заняло все эти поиски пути. Ну, мы с вами говорили как раз о том, что год тысячелетия крещения Руси, это какой-то переломный был. То есть вот, ну да, тогда очень то есть, многие. Во-первых, это все-таки достаточно широко отмечалось. Я помню, я был на военных сборах, и мы включали телевизор, и там любопытная была история, очень любопытная. Мы сборы эти были около аэродрома, буквально в 20 метрах. Угу. То есть и вот сверхзвуковые самолеты летали, МиГ-25. Вот, и я помню, как хорошо, как вот перед исполнением «Отче наш», то есть вот играли классическую музыку, церковную, Рахманинова, по-моему, еще кого-то. Вот, и перед исполнением «Отче наш» прекратились совершенно полеты, полностью исполнилось «Отче наш», и только после этого следующий самолет полетел. Хотя до этого они непрерывной чередой шли, и грохот был такой, что ничего невозможно было услышать. Ну, это к слову так сказать. А в принципе, вот этот 88-й год, он что-то поменял в духовной атмосфере России. Ну, наверное. Дело в том, что я тогда училась вольнослушателем в академии, и у меня как бы такой был очень плотный график. То есть я вставала, ехала на работу, потом в институт, и там приезжала я ночью в 12-11 ночи вечера. И поэтому я как бы была выключена из общественной жизни. Но да, вот это состояние какой-то перемены, оно ощущалось, оно было прям в воздухе разлито. Это как-то вот это очень чувствовалось. Хотя, конечно, я там ни в каких новостях, я не в курсе была вообще новостей в время, потому что мне было не до этого. И у меня была живопись, я была занята, полностью погружена в это во все, погружена. И как-то мне было не до каких-то таких вот общественно-политических вещей. Ну, вот потом уже, да, там появилось какое-то время, уже там начались эти 90-е, когда там уже хочешь не хочешь, ты все равно вливался в этот политический процесс и в чем-то доучаствовал. Ну, а да, так, да. Конечно, да, в 88-м у меня как-то он так очень в плотном режиме, в таком погружении в живопись прошел. А как, в исламе же все-таки есть запрет на живопись. Как бы у вас никаких с родственниками не было? Были, вы что вы. Да? Дело даже не в исламе, а в том, что, так сказать, у меня все родственники были категорически против моих занятий живописью, потому что художник это нищета. Это нет ненормальной работы, нет ничего, то есть это нет какого-то определенного будущего. И поэтому у меня каждый год начинался просто со скандала, там, с мамой, с бабушкой, с папой. Мы, ругались, я отстаивала свое право заниматься тем, чем... Я очень хотела этим заниматься, я это любила, я не мыслила себя вне этой профессии, и для меня было в радость все. То есть я натягивала подрамники, я их сколачивала сама, я таскала тяжеленный этот этюдник, который весил 7 килограмм с красками 9. То есть мне все это было в радость, мне ничего не напрягало. Я ездила на этюды, я там объездила весь Крым с этим этюдником на плечах, пешком обходила. Это при том, что вы говорили, что вы в детстве достаточно много болели, и в школе даже мало бывали. Да. Вот очень тяжелое такое закрытое детство, тяжелое, просто я болела, то есть я практически не общалась даже со сверстниками, потому что проблемы были со здоровьем. А потом как-то после 18 лет как-то мне стало легче, лучше как-то, видимо, я не знаю, как-то Господь устроил так, что появились какие-то силы и перестала мучить эта астма. Какой-то у меня был такой период ремиссии небольшой. И да, я очень много ездила, очень много ходила. По Крыму, например, я ходила и могла в день по 30 километров сделать по горам с этюдником на плечах. То есть, туда, обратно, туда 15, обратно, это все по горам, это же не по ровной площадке. Так что я очень много писала, очень много работала, и у меня, например, там было утром рисунок с 9, 2 часа, потом живопись 3 часа, потом я ехала. Еще одна живопись у меня была, потом у меня был еще один рисунок, и бывало, что еще один рисунок с 7 до 9 вечера. И потом уже только ехала домой. То есть у меня было по 16 часов рабочих только. Плюс дорога, разъезды. И на сон там оставалось 5-6 часов. Так что но мне все это нравилось, я любила это, мне это нравилось. Для меня это было, это был мой смысл жизни, что называется тогда. Потом, конечно, да, то есть потом какие-то поиски начались, потому что я понимала, что этого не хватает, что нужно что-то еще. Что нужна какая-то опора, что живопись это все-таки вторичное такое. Это, конечно, очень интересно, все очень здорово, но все вторичные какие-то поиски, тогда уже какие-то духовные эти метания.
То есть нужна была какая-то основа, благодаря которой можно было бы жить дальше. Вот. Ну да, вот да. Просто ваш духовный путь, духовный поиск, вы говорили, что вы были у старца Николая Гурьянова, да, у отца Василия Ермакова, да. Ну вот начался этот путь именно воцерковления с Дивеева. Я тогда, опять у меня начались проблемы со здоровьем, у меня были тяжелые астматические статусы. После последнего статуса я не вышла из статуса, и полгода я практически не дышала. То есть меня выписали из больницы, в общем, в состоянии критическом. Вот. И, в общем-то, я готовилась к смерти на самом деле. То есть я понимала, что я так долго не смогу. Потому что ты просто не дышишь. У тебя воздух поступает, там, кислород поступает там, в очень ограниченных масштабах, и у тебя мозг там нормально не может функционировать, ты дышать не можешь, ты ходить не можешь. Вот. И в Дивеево я поехала. Ну, в общем-то, да, либо как-то что-то изменить, либо подготовиться к смерти. Потому что у меня такой не было какого-то такого выбора особого. Вот. И там случилось поцерковление. Во-первых, я начала дышать, там после причастия не стало лучше, то есть я смогла как-то уже более-менее как-то передвигаться. Очень была тяжелая поездка, мы туда еле добрались, там как раз мы попали в сножные заносы. Это автобус добирался от Нижнего Новгорода до Дивеева 9 часов. То есть, причем мы поехали в марте месяц. 100 ведь, там 3 часа езды на автобусе. Да, 3 часа на самом деле. Вот. То есть там конец марта это уже был. И в марте вдруг ни с того ни с сего выпал снег. И выпало снега столько, что крыши домов были закрыты. То есть снега было до крыш домов. И поэтому автобусы стояли. Очень тяжелая поездка получилась. То есть мы туда еле добрались.